Здравствуйте, в эфире Вести, Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Новые соглашения. Мы можем сегодня говорить о росте темпа инвестиционных составляющих в Чеченской Республике. Регион принимает участие в Кавказской инвестиционной выставке. С кем договорилась о сотрудничестве делегация из Чеченской Республики, расскажем в этом выпуске. Безопасное донорство. В Чеченской Республике очень хороший опыт по развитию донорства. В регионе провели научно-практическую конференцию «Российская неделя трансфузиологии». Кто принял участие и каким вопросам уделили особое внимание? Новый вокзал. Используются самые современные материалы по прочности, по надежности, по эстетике, по дизайну. Таким стал облик Грозненской железнодорожной станции после обновления в сюжете нашего корреспондента. В Минеральных водах проходит Кавказская инвестиционная выставка-2023. Всего на ней представлены 20 выставочных стендов разных регионов и стран. Уже в первый день ряд компаний из Чеченской Республики заключили договора о сотрудничестве. Подробнее Мадина Кураева. Агропромышленный кластер, презентация экономических моделей, туризм, строительная индустрия. Здесь все основные стратегические направления развития. Чеченская Республика развернула большой стенд, где представила различные проекты. Хотелось бы отметить, что на нашем стенде сегодня и отображается экономическая модель Чеченской Республики, которая была разработана по поручению председателя правительства Российской Федерации, в которую входит 5 прорывных проектов Чеченской Республики. Это и строительный кластер, и агропромышленный комплекс, и 2 особые экономические зоны. Поэтому мы сегодня достаточно широкий спектр вопросов выносим на указанный форум, и очень надеемся, что он окажется для нас перспективным. Первый день Кавказской инвестиционной выставки для делегации из Чеченской Республики во главе с председателем правительства региона Муслимом Кучиевым выдался насыщенным. Было подписано ряд соглашений. Это сотрудничество между правительством региона и корпорацией развития МСП для дополнительных мер поддержки среднего и малого предпринимательства в субъекте. Также у нас заключено соглашение со Сбербанком. Сбербанк у нас давно активно работает на территории Чеченской Республики, участвует в реализации во многих инвестиционных проектов. И в дальнейшем это сотрудничество позволит использовать в том числе новые технологии и, конечно же, банковскую продукцию, которая имеется в наличии у Сбербанка. Рамзан Ахмадович держит на личном контроле инвестиционную составляющую Чеченской Республики. Благодаря его гарантии, поддержке мы можем сегодня говорить о росте дополнительных инвесторов как на территории свободной экономической зоны, промышленно-производственного типа и туристического, так и по всей остальной части и районах Чеченской Республики во всех отраслях. Соглашение подписала и компания Биной Travel с МСП банком. В рамках сотрудничества будет профинансировано строительство нового современного корпуса 4-звездочного отеля на 43 номера вместимостью 106 человек. В рамках сегодняшней инвестиционной выставки заключили договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 322 миллиона рублей для строительства гостиницы в городе Грозный. Мы очень благодарны организаторам данной инвестиционной выставки, а также руководству Чеченской Республики и НСП банка. Генеральный директор Кавказ Российской Федерации и генеральный директор завода «Чеченцемент» подписали соглашение о финансировании модернизации цементного завода, которое предполагает расширение действующего производства. Сегодняшний объем цемента, который производится 700 тысяч тонн в год, этого недостаточно для потребностей республики. Главой было предпринято решение модернизации завода. Сегодня мы подписали с Кавказа РФ основные условия по финансированию. И это является финансированием части второго этапа. Мы планируем уже в июне, в июле выйти уже на строительство. Во второй этап также у нас входит строительство генерации, выработка электричества собственной генерации 48 мегаватт. Строительство новой линии 1 миллион тонн по сухому способу в год. Окончание строительства в 2025 году мы сможем не только потребности региона
Чеченской Республики удовлетворить, но и Северокавказского федерального округа. Также проект находится в числе приоритетных системообразующих федерального уровня и на контроле правительства Российской Федерации. Всего в рамках основной выставочной экспозиции представлены 20 стендов регионов и стран, а также коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в СКФО. Программа событий обширная. Впереди у участников встреча с федеральными чиновниками. Мадина Кураева, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Кавказскую инвестиционную выставку посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Там же он провел совещание с руководителями субъектов СКФО и федеральными чиновниками. На нем обсудили инвестиционный потенциал Кавказа, а также развитие регионов в этой отрасли. Особое внимание уделили туристическому направлению. Затем Михаил Мишустин лично осмотрел все представленные стенды различных субъектов и пообщался с их представителями. У стенда Чеченской Республики премьер-министр региона Муслим Хучиев подробно рассказал об инвестиционных проектах региона. По вашему поручению в Чеченской Республике реализуется модель экономического развития, которая включает 4 ключевых показателя. Частные инвестиции при плане строить 2%, мы достигли 135,5%. Число рабочих мест при плане 245 тысяч, мы смогли достичь 304 тысяч рабочих мест. Выпуск товаров при плане строим 80%, достигли 128,2%. Доход населения сохранили на уровне 100%. И в рейтинге нацпроектов инвестиционной привлекательности, которые курируют ОСИ, мы заняли 13 место. Это самый лучший результат по СКФО. Научно-практическая конференция «Российская неделя трансфузиологии» собрала медиков и представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации и субъектов страны. Речь шла о безопасности донорства крови. Тема особенно актуальна для Чеченской Республики, которая входит в число лидеров по количеству доноров. На Всероссийской научно-практической конференции «Российская неделя трансфузиологии» присутствуют врачи, профессора и сотрудники Министерства здравоохранения Российской Федерации и субъектов. Их цель – обсуждение вопросов по безопасности донорства крови и ее компонентов, необходимых при лечении и повышении иммунитета. Участников поприветствовал министр здравоохранения Чеченской Республики Сулейман Ларсанов. Он отметил важность развития данного направления. Обеспечение крови и ее компонентами является без преувеличения одним из важнейших аспектов национальной безопасности. Человеческая кровь по-прежнему и в 21 веке не имеет искусственных аналогов и является уникальным ресурсом для сохранения жизни миллионов людей. В Чеченской Республике активно развивается безвозмездное донорство. Свыше 12 тысяч жителей Чеченской Республики становятся донорами и совершают порядка 20 тысяч кроводач. Заместитель председателя правительства региона Адам Алханов рассказал, что республиканские власти делают все для обеспечения местного здравоохранения, чтобы пациенты получали помощь быстро и качественно. Глава Чеченской Республики, герой России Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров своим примером, личным примером показывает, как безвозмездное донорство спасает и изменяет жизнь людей. Неоценимый вклад вносит и региональный общественный фонд имени героя России Ахматовича Кадырова предоставил все возможное, чтобы врачи работали и обеспечивать всем нужным в этом направлении. В этот день также состоялось награждение. От имени правительства Чеченской Республики отличившиеся сотрудники здравоохранения Российской Федерации были награждены благодарственными письмами. Специального приза регион как одна команда удостоилась и Чеченская Республика за успешное межведомственное и межсекторное сотрудничество в сфере донорства. По словам специалистов, обмен опытом в сфере трансфузиологии – это шаг к достижению больших успехов. В Чеченской Республике очень хороший опыт по развитию донорства. И этот опыт тот, который хотелось бы перенять другим регионам. Поэтому будем обмениваться опытом, будем общаться. И я думаю, что это будет полезно и интересно всем в течение этих 3 дней. Чеченская Республика не впервые становится площадкой для проведения практических конференций такого высокого уровня. С каждым разом здесь вдохновляются новыми идеями для улучшения работы в сфере здравоохранения. Я благодарю Министерство здравоохранения Российской Федерации, Чеченской Республики, лично Татьяну Владимировну за принятое решение провести данную конференцию у нас в республике. Для нас это чрезвычайно важно, мы рады гостям, и я желаю удачной работы конференции и в то же время насладиться красотой и самобытностью нашего края. Кроме того, здесь пройдут секционные заседания и дискуссии на темы вирусных болезней, а также заготовки стволовых клеток и других направлений. Регион – один из лидеров по переливанию крови. Мобильные станции оснащены по последнему слову медицины. И каждый неравнодушный может сдать бесценный биоматериал и спасти жизнь человека.
Турпал Лолита Исумов, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Бойцы спецназа «Ахмат» продолжают удерживать позиции. В зоне специальной военной операции российские военнослужащие планомерно вытесняют противника, освобожденные участки строго охраняются чеченскими подразделениями. Обстрелы со стороны ВСУ учащаются, но хаотично. Склад с вооружением стабильно пополняется трофеями в виде автоматов, гранатометов, в том числе и иностранными джавелинами. По словам силовиков, для противостояния у них имеется лучшее обеспечение, которое на регулярной основе оказывает им руководство региона. ويبتشحوا مع القزع بولش العبير زوربوه دام وسوق مع مخكادها قنولي نوخشيك انت مجابر الجنا نوخشيك انت خلا هذا يح كورت اي ان ليدا На месте снесенного Грозненского вокзала уже заканчивается строительство нового высокотехнологичного и адаптированного под маломобильные группы населения. При создании внешнего облика ЖД-станции архитекторы вдохновлялись национальными орнаментами. О ходе работ Рамзан Абоев. В одной части объекта идут работы по установке навеса перрона длиной 600 метров, а внутри здания умелые руки мастеров наносят штукатурку. Корпус постепенно приобретает законченные очертания. Работаем, штукатурим. Начальство тоже нас хорошо поддерживает, все материалы предоставляют. Мы тоже хотим как-то скорость прибавить, чтобы быстро закончить. Мы там наверху уже второй этаж закончили. Здесь, да, отбиваем сеткой. Здесь не просто штукатурят, тут надо изолировать все стены, сеткой отбивать. Короче, очень много работ. Стараемся. Новый Грозненский вокзал станет одним из самых современных в стране и строится с учетом особенностей национальной архитектуры. Для этого на площади застройки, которая составляет около 7 тысяч квадратных метров, работают 70 специалистов и 5 единиц спецтехники. Внутренние инженерные коммуникации уже подведены. Строительство начато в 2018 году. Железнодорожный вокзал, как вы видите, используются самые современные материалы по прочности, по надежности, по эстетике, по дизайну. По словам специалистов, в новом вокзальном комплексе будут применены современные инженерные решения в части доступности маломобильным группам населения и обеспечения транспортной безопасности. Установят передовые технологии управления для информирования пассажиров. Единовременная вместимость составит 350 человек. Особенность этого объекта – это значит наличие у этого объекта своего энергоцентра. Что это значит? Энергоцентр, там будет расположено 2 газопоршневых генератора. То есть всю необходимую электроэнергию этот объект будет иметь свою. Ну, есть, естественно, и резервная линия питания. Так объект не будет зависеть от внешних источников питания. Старый вокзал снесен. На прилегающей территории возведен временный модуль для обслуживания пассажиров на время строительства. Старое здание вокзала было построено в конце 19 века. За период боевых действий он неоднократно разрушался и восстанавливался. В 2002 вокзальный комплекс реконструировали. В 2010 произвели капитальный ремонт фасада здания. Композиция транспортно-пересадочного узла объединена общим навесом над зданием вокзала. В центральной ее части расположится башня с часами высотой 67 метров, выполненная в национальном стиле. На первом этаже предполагается разместить основные службы, на втором – служебные помещения и комнаты длительного отдыха. На привокзальной же площади будут обустроены переходы, подъезды, остановки и стоянки общественного транспорта. Много туристов в республику приезжает, поэтому главой республики было принято построить новый вокзал в городе Грозном. В Гудермесе мы сдали в 2017 году новый вокзал. Еще одна хорошая новость. Грозный и Казань соединит беспересадочный железнодорожный маршрут. Ранее такого сообщения между нашими регионами не было. У нас вообще в республике в данное время 2 поезда. Это Грозный-Москва и Грозный-Волгоград.
Но мы все понимаем, после выселения чеченского народа в 1944 году были выселены в Казахстан. Много наших жителей остались продолжать там жить. И все мы выезжаем в Казахстан, а выход у нас только через Астрахань на Волгоград. Вот. А наш поезд Грозный-Волгоград шел только до Волгограда. После встречи с главой республики, начальника железной дороги Сергея Александровича Задорина, было принято решение сделать прицепной вагон до Казани. Вот. В 4 дня, один раз в 4 дня, и по мере востребованности мы будем увеличивать вагоны. Новый комплекс и привокзальная площадь спроектированы таким образом, чтобы органично вписаться в городскую среду и стать еще одним украшением столицы. Рамзан Абуев, Сайдселим Ампукаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Муслим Эдисултанов преподает родной язык и литературу в школе, в которой учился сам. 26-летний учитель с особым энтузиазмом подходит к каждой теме. О том, как он пришел к своей профессии, узнавала Амина Тупелагова. Да, я один предложению. Это предложение я вариант эдилеру. Это эдилеру. Масала, югдалу дош сакарди ала ищу, вайкючил сюда. Это эдилер, эдерзер салах ала ищу. Не так давно Муслим Эдисултанов сам сидел за партой, будучи учеником 25-й школы города Грозного, а сегодня он преподает чеченский язык и литературу в стенах родного учреждения. Несмотря на свой молодой возраст, всего 26 лет, снискал уважение и любовь среди тех, кому он пришел передавать свой багаж знаний. Литература объясняет каждый рассказ, какие-то Муслим Ситаевича, Кадук Баркуза по чеченскому урок шло шхехархана Муслим Ситаевич самый дикнагу. Содик объясняет, что бейрен цахлуча бейр цадаца то цахажат захажордук весардук цавиес богша Муслим Ситаевич одик хехархому. К преподаванию он относится не просто как к работе, это действительно его призвание. Поэтому наряду с учениками хвалят Муслима и его коллеги. Муслим Ситаевич мотивирует детей, наверное, своей воспитанностью, своим знанием языка. Он прямо настолько, мы все любим. Я его пригласила на собрание родительское, и как он говорил, просто он говорил нас про свой предмет на чеченском языке. Родители, затаив дыхание, слушали. Настолько красиво он говорит. В процессе обучения он полностью погружает детей в свой предмет, а также находит подход к каждому. Педагог наделен харизмой и амбициями, поэтому часто выходит за рамки преподавания. Помимо своих прямых обязанностей по обучению детей, Муслим проводит с ними еще и творческую работу. В рамках года чеченского языка ребята с преподавателем готовятся к большому мероприятию. Задействованы в концерте те школьники, которые усердствуют в изучении родного языка. Репетируют несколько номеров – танцевальный, вокальный, а также театральный, в котором есть и место для юмора. Спустись с неба, случилось страшное. Господи. Себя же учитель постоянно держит в тонусе работой над проектами, а также участием в различных конкурсах. Звезды народа, проекты. Вот с проекта ахюкш, дука ахехар файбу, тела, вот с проекта ахехар бахан болша, то сила ли совочи на масситу за, что ногчи имеет тел ахехар файбу, билгал валерца, лауреат яхканас, цыгаха цац мехал совочи на то, ахе халдат, иштергуешь, гугл хилч. Об истинном отношении человека к родному языку можно судить по степени глубины его знаний. Муслим Эдисултанов смыслом своей жизни сделал служение чеченскому языку, став навсегда его хранителем. تيزي أتقولي يودي كولي تجاههم أكر حال يوشبك حنين مطبوطن بوسدر سيدر تنوارم بر صديق درس سوي تقول تون شوري تحقيق يوسف سليمان يدشنش أو درسون يوم تعيقة ويازدر خوشقة وشين سوي دك تعبو دام باش دات سقال خلق لوم يا أرا تيزي تا عشقي قستام بيه أما صح قدم بيه سنوختي متى إبيش تخلع جتش مدير إيش تدشنش جو ما عندهم شيء سنتو أيضا
Традиции всегда будут главным условием неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего, а чтобы передать их в исконном виде, обязательным условием является владение языком, который раскрывает их суть и неподражаемую красоту. Амина Тупилагова, Магомед Басаев, Сайцели Мампукаев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Следите за новостями в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».